Военный эксперт Антон Лавров, о том, какие выводы можно сделать из масштабного налета Израиля на сирийские системы ПВО. Крупномасштабный налет израильских ВВС на сирийские объекты, произошедший в ночь на 21 января, продолжает будоражить умы и активно обсуждаться в мировых и российских СМИ. Некоторые эксперты даже поспешили объявить этот бой разгромом сирийской противовоздушной обороны. Кое-кто договорился до разгрома в Сирии российской ПВО. В этот раз авиация Израиля целенаправленно наносила удары не только по иранским объектам, но и системе ПВО Сирии. По мере наработки опыта последняя сбивает все больше умных боеприпасов, что и заставило организовать против нее полноценную СИЭД-атаку, когда удар направлен именно на уничтожение средств ПВО. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже угрожал полностью и мгновенно уничтожить сирийские ПВО при необходимости. Но, как видим, пока сделать этого не удалось. Израильское министерство обороны изначально заявило, что были атакованы 6 объектов противовоздушной обороны вокруг Дамаска. Но в их же собственных материалах с итогами атаки было подтверждено поражение только 3 объектов. Самым большим успехом Израиля бесспорно стало подтверждение гибели одного сирийского, Панцирь-1. Но внимательное изучение опубликованного видео дает понять, что обстоятельства потери были теми же, что и в мае прошлого года. Как и тогда, израсходовавший боезапас при отражении атаки, «Панцирь» находился на перезарядке. Хорошо видно и транспортно-заряжающая машина, и свернутый в походное положение радар. Разумеется, в этот момент времени он был полностью беззащитен. На представленном видео есть также эффектные кадры отражения другим сирийским, Панцирем-1, групповой атаки с применением высокоточного оружия. Израильское министерство обороны отредактировало видеоряд, так чтобы создалось впечатление, что был уничтожен и он. Но вряд ли бы они стали так цензурировать картинку, если бы поединок закончился гибелью ЗРК. Вполне возможно, что израильские ракеты просто промахнулись по ведущему огонь в движении комплексу. По крайней мере, на опубликованных затем Израилем спутниковых снимках с итогами ударов никакого подтверждения его уничтожения нет.
Таким образом, даже по данным самого Израиля было поражено не более половины из запланированных целей. И средства нападения Израиля не заблудились. Рядом с Дамаском были найдены обломки одного из сбитых израильских боеприпасов. На плоскостях управляемой планирующей бомбы «Спайс» прекрасно видны многочисленные пробоины от поражающих элементов зенитной ракеты. Конечно, средства ПВО Сирии находятся в заведомо проигрышном положении. Их противник имеет возможность свободно выбирать место, время и интенсивность ударов, использовать военные хитрости и средства РЭБ. Пользуясь превосходством в дальнобойном высокоточном оружии и дронах, израильские самолеты не входят не только в радиус действия объектовой ПВО, но и в воздушное пространство Сирии. Увы, но при имеющемся соотношении сил и возможностей потери неизбежны, особенно среди устаревших стационарных комплексов. У Сирии на вооружении из современных российских вооружений есть только ЗРК малой дальности, которые используются для объектовой обороны. Стратегическую ситуацию в воздушном пространстве переломить они не способны. Для этого нужны совсем другие комплексы. Но подготовка персонала для переданных Сирии дальнобойных и сложных С-300 еще не завершена. В отражении налетов они участия не принимают. И даже после ввода их в строй угроза полностью не исчезнет. И без технологических изысков, грубой силой, можно проломить защиту любого ЗРК, будь это «Панцирь», израильский, «Железный купол», американский, «Иджес», или наш С-400. В конце концов, даже самый лучший комплекс в мире не может сбить больше авиационных средств поражения, чем у него имеется ракетно-пусковых. Тем не менее, даже в нынешнем виде сложности ВВС Израиля сирийские средства создают. А опыт боевого применения Арабской Республикой российских комплексов, как позитивный, так и негативный, внимательно анализируется и в будущем пойдет на пользу не только Сирии, но и России.